свидания, Троицкий-Печорск. Ну а мы, друзья, с Саньком едем на очередное закрытие. Надеюсь, это будет закрывающееся закрытие уже третье по счету. Но как мы и договаривались, попробуем, если, конечно, получится. Открытие у нас тоже с первого раза не получилось, потому что не было льда осенью, если помните. Вот сюда я сейчас в правом верхнем углу скину ролик, как мы пытались, но у нас не получилось. Так что теперь мы едем на закрытие и тоже не уверен, что оно получится. На всякий случай взял резиновую лодку. Сейчас заедем в деревню, возьму весла, потому что здесь у нас Печора уже дала продвижки. Выше пляжа пока еще стоит, ниже пляжа она уже вся открытая. Вон, посмотрите картинку, вчера вот заснял я. Сегодня уже 25 апреля. И у нас на Печоре вот такая вот обстановочка. Река Печора полностью открыта от берега до берега. Воды мало. Ударили морозы до минус 5. Снегопад. На улице зима. И вот отсюда с поворота лед ушел, получается. Выше он еще стоит. Его держит этот пляж, получается. Лед, который уперся в пляж. Не хватает воды, чтобы протолкнуть. Вот там вообще-то уже есть трещина. Трещина, которая уже лопнула. Ну и сверху лед стоит. Вот такая вот у нас Печора сейчас. Если пошли продвижки, если она даст продвижки ниже, где мы едем, ниже нашего родного села, то, возможно, те луга, где они в низине, будут затоплены. И придется нам опять экстремалить, ездить придется на резиновой лодке. Опять же, мосты, которые мы штурмовали осенью, опять же могут быть под водой, и опять же нужна будет резиновая лодка. В общем, не будем загадывать, что будет, то будет. Едем на озера, едем закрывать зимний сезон. Погодка вроде пока так ничего. Солнышко через тучи появилось и скрылось опять тучи. На улице у нас минус 4 градуса за бортом. И вот такая вот прекрасная весенняя погода. Свежий снег, который выпал поверх старого снега, так и лежит. Дороги, правда, потаяли, это уже хорошо. В общем, едем, друзья, едем на рыбалочку. Пока еще подлетную. Мы еще рано попрощались. Все, встречаемся на озере. Ехали, и опять мы приехали. Опять этот чертов мост. Что он осенью не давал нам проехать на первый лед, так и весной он не дает нам проехать на последний лед. Все. Видно, что строили мосты, проезжали. Может быть, даже и можно туда проехать. Но я так думаю, не нужно, да? Никак не нужно, потому что вода прибывает. И можно остаться там. Так, ладно. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Попробуем, там еще один мост есть, верхний. Глянем, как его самочувствие. Будем пробовать, что. Где-то же народ ездит. Тут уже видно, что сегодня не ездили. Печора здесь пока стоит. В этих местах, но лед уже высоко, метра от бровки где-то. Похолодало. Если бы не похолодало, уже пошла бы, наверное, да? Хорошо, что сюда не находились. О, видишь, разворачивались уже здесь. Все, уже на месте сюда приходили и разворачивались. Уж сегодня, наверное, да, это нет? Да нет. Нет. Да нет, сегодня никого не было. Старый след. Вот этот мягкий, смотри. Видишь, этот мягкий след. Не знаю, может и проходили. Сейчас попробуем, там где-то, говорят, мост был. Вон, как мы видим, Печора еще стоит. Сейчас, наверное, здесь клюет хариус. Но мы его здесь пробовать не будем, потому что... Сейчас покажу, по какой причине. Потому что вот вода прибыла. И вот где он, основной лед. Видно вот здесь, что по жердям переходили. Раньше еще, когда вода, видать, еще меньше была.
Но здесь все, вот это то, что корочка льда прихватила морозами сейчас. И все. Ладно, будем пробовать объехать. Получится, получится. Нет, так придется как-то здесь на резинке или вброд, как получится, да? Ладно, пока, друзья, выключаемся. Посмотрим, как там тот мост выглядит. Ну, этот мост пока еще на суше. Этот мост сделали, чтобы возить сено. И этот мост пока еще не затопило, потому что он находится намного выше по течению. А вода прибывает, не сама река прибывает, речка вот эта, а прибывает с Печоры. И так там он получается ниже. Здесь вот завал. Здесь даже по идее при желании можно по тому завалу ехать, да? Но мы не будем изобретать велосипед. Попробуем проехать по этому мосту. Поехали. Ну, с Богом. Мы выехали. А чё мы осенью здесь не переезжали? Наконец-то мы и на льду. И мы на том самом озере, на котором начинали этот сезон. Узнаете, где мы ловили щук с Саньком? Санек вот тоже пытается кого-то сейчас поймать. И у меня уже вот она, первая рыба. Как мы видим, окунь какой был на этом озере, такой и есть. Спортивный. И ни капельки он не вырос. Так, это было чисто пробно. Сейчас я попробую поставить на него еще жерлицу. Одну или две. Ну посмотрим, если пока живец один, поставим одну жерлицу. И там видно будет. Попробуем буквально десяток лунок. Сильно задерживаться не будем. Поедем дальше. А жерлицу я поставлю. А вдруг еще остались на этом озере щуки? Да, они остались по-любому, всех их ты никак не выловишь, да? Да нет, конечно. Не выловишь. По-любому здесь щука есть, так что попробуем мы ее поймать. Бросаем жерлицу. Озеро еще стоит, можно здесь рыбачить и рыбачить. Тяжело добраться, но лед нормальный. Пока эта Печора не пойдет, еще озеро стоять будет. Вон Иван Григорьевич рассказывал, уже Печора шла, они на лодке приехали, то заехали, на лодке на лед заехали, то рыбачили. Все. Первую рыбу мы поймали. Так что доставим жерлицу и ставим на щуку. Ну что, наши приключения продолжаются. На том озере, где мы начали, поймали 2 окушка, поставил 2 жерлицы. По пути заехали на второе озеро. Буквально лунок 20 пробурили, проверили, не клюет. Поехали на третье. Ну и вот мы видим, что на третье озеро мы уже не проедем. Вода от Печоры прибыла. И как мы видим, все печально. Мост, временный мост, который был, затопило. И даже туда не пройдешь. Короче, здесь уже не пройдешь. 2 варианта. Накачать резиновую лодку и тут переехать. Или переехать по бревнам. Который будем выбирать. Посмотрим на бревна, посмотрим. Если по бревнам нет, то уже на резинке. На резинке здесь вот, да, вот? Да, на чистом месте. На чистом месте. Взяли с собой резиновую лодку на всякий случай. И, возможно, она может пригодиться. Сейчас пойдем проверим, там 2 бревнышка еще есть. Как они хотят букс перевозить?
Не, они говорят, если не переедем, они обратно поедут той же дорогой. Ага, понятно. Ладненько, все, пробуем по бревнышкам. Заводи. Ах, путь дорожка фронтовая, не страшна нам побежка любая, а помирать нам рановато. Что-то мне кажется здесь... По бревнам не сможем, да? А? Это, мне кажется, и по бревнам не сможем. Бревна-то привязаны как бы, но они плавают. Как ты бродняк? Я в броднях. О, здесь глубоко, бля. Хо-хо, куда нафиг, ты чё? Хо-хо, выше колена. А если тебя перекинуть туда? Как ты меня туда перекинешь, бля? На плечах бродни открою, да на плечах туда тебя нет. Ну ты попробуй на них сам справа, встань на них. Бродни открыть и встать, да? Да, встань туда. Если ты сможешь идти, тогда меня туда просто переставишь мне. Сейчас проверим. Специально одел для этого случая бродни. Бродовые бродни. Рыба сюда поднимается, нет этих речей? Здесь? Да. Харю съездить летом. Не, вот сейчас весной. Ну, так наверное же. Хуй знает, может, блядь. Что, хочешь здесь порыбачить? На бревнышке, да? Не, на летнюю удочку. А что бы нет-то, здесь рыба, наверное, есть. Сетки кинуть, кстати. А? Сети поставить. А думаешь, что не ставят, что ли? Ставят ведь? Я говорю, сети поставить сюда. Здесь чистая река. Бирюзовая речка. Сука, испугался. Блин, сколько холодно уже, вода все прет и прет от Печоры, блин. А продвижку сдаст мы вообще. Резинку, если что, все равно туда перекинем. Чтобы не остаться там потом с резиновой лодкой-то, блин. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Бродней бы хватило бы еще. Бродни. Что-то мне кажется, лучше раскачать, наверное, резинку, блин. Откуда знаю, ты смотри сам. Перейдешь, нет. Переплывем. Бродни хоть не дырявый. Да, как я тебя буду сюда перевозить? Переносить? Дырявый, что ли? Что, текет? Ага. Влазь, резче. Твою мать. Резче. Бродня дырявая. Дырявая собака серая. Снимай. Пока не натекло. А где она протекает? Где сучок? Ёбнул. Так, ладно. Форс-мажор. Выключаемся. Поедем обратно, будем накачивать лодку. У меня бродня еще где-то протекает. Что, мы здесь не переплывем? Вон же. А зачем здесь-то нам переплывать? Пешком столько идти. Там и переплывем. Ладно. Что, будем пробовать. Бревна уже в воде. Накидали дополнительные бревнышки. Вроде мы уже набрали водички. Теперь попробуем как-нибудь перейти туда. Глубина здесь по трусе. Тут
метра 2, а по центру там метров 6-8. Река глубокая. Это река, друзья, это не лужа. А посмотрим, куда как, а почему. Кто так далеко отошел, хоть бы поближе подошел. Спасать-то кто будет? Вон. О, дошел до дна. Пока дошел. Это что у нас? Просто палки, да? Если я сюда упаду, я уже отсюда не вылезу. Если что, я тебя добью. Чтоб не мучился. Но. По ниточке. Ходить я не умею, мама. Плавают. Так, они это, шевелятся сильно. А, И там яма. ну все, давай, возвращайся, иначе не перейдем. А? Они плавают, хули мы не перейдем. О, видишь, они там нету, они не на твердом, видишь? Да-да-да. Их ложили еще, видимо, на снег когда. И все. Как задний ход давать? Так ты возле этой палки-то развернись, за которой держишься. Сперва. Сзади там нет, да? Ничего нету сзади. О, Ушел. мама. Развернись. Далеко еще. Блин, нашли кого отправить, а? У меня тут с этой голова кружится, блин. Дурак, блин. Вот не сидится мне дома спокойно, а? Ой, мама. Как приключения Шурика-то бьют. Мама. Мама. Не, что-то мне не хочется. Бревнышки плавают. Просто мне не хочется. Из-за... Ой-ой-ой, мама. Что-то они, походу, вода на глазах прибывает, да? Да нет. Что нет? Я тогда здесь, бродняк, сейчас уже здесь не пройду. Мама. Ну, вроде пока живой. Так что не зря мы все-таки везли резиновую лодку. Едем где поближе, накачиваем и переплываем. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. О! Вот так вот плавно покачиваясь. Плавно покачиваясь, держим путь к рыбалке. Ворон кружит, а не ворона, орел. Сейчас засниму его, если получится. Орел, куда ты пошел? Ладно, бог с тобой. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. Раз, два, раз. Раз, два, раз. В общем, вот так вот мы добираемся до места рыбалки. Не знаю, будет клевать там, не будет. 2 озера проехали, лови не хочу. Нет, нам надо на дальние, нам надо лодку накачать, нам надо пешком километра 2 пройти. Зато на дальнее озеро. Ладно бы с ночевкой, да? А то на день туда-сюда. Ну, за такие, как говорится, за такое стремление, за такие условия рыбный бог просто нам обязан поделиться рыбкой, я так думаю. А ты как, Саш? Я того же мнения. Я вообще-то кушать уже хочу. Когда кушать-то будем? На озере? На озере уже придем туда.
Сейчас поедим и пойдем, что ли, с полными желудками. Ну, тоже правильно. Ладно, сейчас главное еще, чтобы здесь на берег, там вот берег острый лед, там мелко. Нам вот туда бы, да, к травке вот причалиться, чтобы там гвоздей не было никаких. Будем пробовать. Ну что, пробуем. Бери там за край. Уже тяжело. Нет бы сначала шмотки, да, перевести, потом это. Сейчас сядем и утонем, блин. Садись туда. Передом. Ты первый будешь выскакивать. Так, ледобур как-то. Не мешает? Не мешает, то просто на него съел, смотри. Не, я на него сел, вот он. Так, все, да? Так. Что, хватает запас? Что? Этого. Лодки хватает, говорю, запас? Так, я тоже, наверное. Так. Одно весло. Так. Держимся, не тонем. Что? Вроде на плаву, да? Да, на плаву. Подожди. Так. Блин, там хоть есть запас-то? Ну, с Богом. Там смотри, чтобы главное гвозди проволок не было. Вот, я смотрю. Переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава. Эту ветку убери. Кому темная вода. Ты не туда убрал ее. Оп, слушай, назад чуть-чуть. Куда там? А я на пень наехал какой-то. На пенек ногами? Ну. Ага, вот он сразу здесь. Пенек? Большой? Блин, небольшой, а торчит хорошо. Мы его обидим, нет? Мы его нет. А так? Вот А если ниже вот сюда? куда? Подожди, вот эту палку берем. За дерево? Да, вот тут вроде мелко. Давай за дерево. Тише. Ну, весло надо. А, Да, весло на. сюда. Не ломай. Лед порежет сразу лодку. А, здесь уже снег. Но снега там глубина как травы? Здесь мелко. Мелко, если мелко, то нормально. Тихо. Главное лед. Ну, я лед вот не втыкаюсь в него. Тихо. Так, смотри, это главное, чтобы не это. Это уже все, снег. Но снег-то снег, главное, чтобы у тебя сапоги достали. У меня сапоги достану. Ну все, потихоньку давай. Подожди, дай мне надо как-то ветку какую-то. Никак. Ты наедь туда. Никак. Тихо, не поднимай сейчас там. Не, я просто вот сюда, Черпанет. чтобы придержать. Так, забирай свое потихоньку все. Держишься? Я держусь, да? На, рюкзак тоже кинь. Тяжеленный опять получился, да? Так, все. Некуда. Так, придержи немного. Держу. Так, ну, на эту сторону вроде как перебрались. Так, надо привязать ее, чтобы ветром не унесло. А то бывает и такое. У меня как-то один взял лодку, не привязал и унесло, она еще пропускала, утонула, в баллон прям вода затекла. Ну все, мы переехали. Теперь точно встречаемся на озере и будем кушать. Просто уже очень сильно кушать хочется. А тебе? Чуть-чуть. Ты, наверное, поел утром, да? Нет. Я тоже нет. Ладно, на озере встречаемся.
Ну вот мы наконец-то дотопали до озера. Здесь лунок было, я вам скажу, очень и очень много, потому что здесь всю зиму и всю весну рыбачил народ. Но этот чертов снегопад закрыл все лунки, и халявы не будет. Не будет халявы, придется все нам бурить по новой. Вон, видим, что забереги уже протаявшие. Вон протаяло все. Там протаяло тоже. Вот здесь вот ручей полностью он протаял. Такой вот расклад. Придется бурить все по новой. И пробовать, будем пробовать. Посмотрим, осталось, что не осталось. Рыбы отсюда уже выцедили, конечно, немало. Пока сюда шли, камеры были в рюкзаке, видели двух лебедей, красавцев, вообще рядом пролетели. Вот. В общем, не будем тянуть время. Начинаем. Весь мокрый, употел, куртку снял. Сейчас все солнышко выйдет, обратно будем проваливаться по насту. Вообще замучаемся. Да, в принципе, сильно не должно ведь отпустить солнышко. Ну, посмотрим. За тучи опять зайдет. Посмотрим. Время 9:30. Немножко так посверлили часть озера. Где-то лунок, наверное, 30, да? Опа, 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 опа. Вон. Наконец-то нашли лунку, где вот пойман третий окушок. Вон два вот такие более-менее. Этот жерличный. Пока клюет, половлю немножко, потом поставлю несколько жерлиц. Прошли сначала все балансиром. Бесполезно. Взял мормышечку. И вот на мормышку. Или я стайку нашел. Скорее всего, стайку. Потому что сколько лунок прошел даже на эту мормышку, не было ни одной поклевки. Вот этот третий поменьше, который как раз на жерлицу пойдет. Я уж думал, все, никого здесь нет. Может быть, и никого больше и не будет, но по крайней мере 3 окушка я поймал. И это радует. Это не может не радовать. Попили чайковского с бутиком. Сегодня мы на эконом-режиме. Тащить было далеко, много лишнего не брали, ни котелков, ни чайников. Смотри, все. Что, 3 и было, что ли? Ну вот, а так все хорошо начиналось. Ну а что вот такое, а? Расклюнет и все. Ну, такая. И больше не хочет. А я еще пытаюсь их на балансир поймать. Ага, разбежался. А? Обычно окунь хлоп и все, да? Ну. А тут просто тюк. Ну-ка поиграю. Вот какую ложку мне сегодня положили. Я тут думаю, что не клюет. Этой ложке, наверное, уже знаете сколько лет? 19 века, наверное, по-любому. Она уже сточилась от того, что ели с нее. Перекусим, короче. Надоело мне уже это. Время сколько? 12, да, где-то? Я не смотрел еще. Короче, тоже не смотрели, но кушать захотелось. Сегодня вот на обед у нас вот такое блюдо. Гнездо глухаря называется. Это вот от Валентины Васильевны блюдо. Короче, все вот это мясной фарш. Можно вареное яйцо положить. Там помидорка, сыр
И все это запекается в духовке. А на этот раз моя супруга положила сырое яйцо. Сделала сырым яйцом. И тоже сыр, короче, помидорка. Короче, это блюдо называется гнездо глухаря. От которого у Гены изжога. Да, изжога не от Бога, а от того, что жрешь много. В общем, у нас короткий перекус. Короче, замучай меня изжога, но все равно я сожру, да? Потому что я знаю, почему не клюет. У нас сегодня рыбацкого напитка нет, конечно. Сегодня мы за рулем, сегодня мы без ночевки. Так что сегодня мы рыбачим в сухую. Так что закрытие сезона еще впереди. Так что мы еще рыбалку не закрыли. Сейчас Саня как решится с ночевкой, чтобы на озере где-нибудь, да? Да. Закрыть так закрыть, ёпрст-то. Да. А тут у нас закрыто уже раньше времени, уже замок повешен такой, говорит, не входить, рыбы нет. Показалось, что ли, думаю. В общем, действительно, рыбы нет, нифигашеньки не клюет. 4 окуня мы поймали, все равно, обрыбились. Поставил раз, а 4 окуня на льду, и раз, два, три, получается 7 окуней уж поймали. Да, 3 жерлицы поставили. В общем, кушаем гнездо глухаря, пьем чай из термоса и пытаемся поймать рыбу дальше. Ну вот дело, пообедали, и дело сдвинулось с мертвой точки. Попался сначала вот такой жерличный окушочек, и потом клюнула вот такая вот плотвичка. Вот такая вот плотвичечка. Да, попробуем. Пробурил вдоль берега. Много лунок, я даже не считал. Ну вот весь берег обурил. Вот долгожданная поклевка все-таки пошла. Плотва взяла повыше. Включил сразу после окуня сначала. Даже камеру не стал включать. О, ну еще окушок. Чутка покрупнее. Санька! Сань! Клюет? Клюет? Я плотву поймал! Вот и у Саньки заклевало тоже. Вот что это такое было, а? С утра не клевало. Сейчас посмотрю время. Что у них, обед по расписанию, что ли, получается? Не хочется, конечно, сглазить, но 12:28, половина первая. Саня с Серегой тоже сказали, тогда у них клев начался половину первого. Неужели время так влияет? Но если так, то это даже очень будет хорошо. Главное, чтобы клевало. А так времени у нас еще хватает до вечера. Резко главное. Вот именно половину первого, что ли, начинает. Вон сколько лунок прошел, ни одной поклевки не было после обеда. Полчаса назад где-то вот пообедали, получается. Все. Кончились. Жерлицы даже не знаю, выставлять, не выставлять. Оп, была поклевка. Еще поклевка. Неужели у них там все по времени, а? Окушок.
Окушочек. Мелковатый, конечно, но пойдет. Они зато быстрее просолятся, будем щелкать их как семечки. На улице потеплело, снег уже липкий, начал таять. О, клюет. Янцкадан. Стульчик не стал тащить, потому что у меня стул тяжелый. Еще окушочек. А без стула уже спина устала. Просто резко начало клевать и все. Половина первого. 28 минут первого даже получается. До этого рыба просто не клевала. Они как будто по команде. Вон получается раз, два, три, 4 окушка. И одна плотва. Оп, вот это, наверное, была плотва. Хорошо дергала. Не успел подсечь. Или что это такое? Да! А у тебя? Окушочек. Он как жадно заглотил. Ну и то уже хорошо, что заклевало. Хоть мелочевку, но подергаем. Получить удовольствие. Ну вот и все. День подходит к концу. Опять с дождем, опять с тучами, опять с непогодой. И бог с ним, пусть льет. Мы рыбалку, можно сказать, сегодняшнюю завершили. Завершили мы, пожалуй, и сезон рыболовный, зимний 2019-2020 года. Как начинали мы с озер возле родного села, так с них и закончили. Клев сегодня был никудышный, пару раз вроде бы давала надежду, там раз-раз поклевала, а в основном выцарапывали. Короче, вон наш весь улов, где плотвички, и сколько тут, десятка, 2-3, наверное, окуней, мелочи, жерличных поснимали тоже. Ну, хоть кот мне спасибо скажет, а то в крайнюю рыбалку я приехал, кот такой: где рыба? Я говорю: а нету рыбы. Он на меня так смотрит: ты чё, совсем что ли? Как нету рыбы? Я говорю: ну нету рыбы, белый, прости меня, пожалуйста. Так что сейчас хоть кот меня скажет, ну хоть сейчас с рыбой приехал. В общем, не в рыбе дело, душу отвели, закончили. Чё? Все, Батарея заканчивается. Все, давай последние слова. Ну давай. Давай тебя тоже покажем. Нас покажем. Короче, мы рыбалку завершили. Все прекрасно, все хорошо. Теперь главное нормально добраться до дома. Переплыть водные преграды. Доехать на буксировщике. Ну и скоро встретимся уже на весновке. Всем пока. До свидания, друзья. До встречи на канале Коми Рыбак.